Когда человек на смертном ложе, что он видит? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам хадис, он в сборнике Ахмада. Это сахих хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам, что конкретно происходит с умирающим человеком. Что он видит в этот момент? Вплоть до момента, когда человек непосредственно погружается в могилу. Бара ибн Азиб, радийаллаху анх, передает. Этот хадис передан в сборниках Ахмада, Абу Дауда, Хакима, и это сахих хадис. Достоверный хадис. Бара ибн Азиб, радийаллаху анх, передает. Мы с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были на джаназа, на похоронах человека из числа ансаров. Мы пришли на кладбище, и это кладбище было еще не доделано до конца. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел среди этих вырытых могил. Кладбище было еще не доделано. И мы сели вокруг пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит, мы сидели так тихо, словно у нас на головах сидели птицы. Мы сидели не шелохнувшись. В руке пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была палка, которой он делал отметины на земле. Он тревожно смотрел вниз, и потом он поднял голову. И он дважды или трижды произнес: «Ищите убежище у Аллаха от наказания в могиле». И это дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «О Аллах, я ищу у Тебя убежище от испытания могилы». Или по другой версии, «Мин азабиль кабр», от наказания в могиле. Ведь наказание в могиле — истина. После этих слов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил. Когда он сказал «А'узу билляхи мин азабиль кабр» и так далее, он продолжил. Когда верующий раб покидает этот мир и отправляется в следующий мир, с небес спускаются ангелы. И когда говорится «верующий», имеется в виду соблюдающий человек. Мы не говорим о верующих, которые не соблюдают свою религию, не соблюдают ислам, которые еле-еле знают ислам. О них мы не говорим. Мы говорим о соблюдающих людях, они настоящие верующие. Остальные попадают в другую категорию. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал их, используя либо слово «кафир», либо используя слово «мунафик». Кафир, очевидно, как мы знаем, это тот, кто не уверовал в послание, а мунафик — это либо тот, кто не верит в ислам даже в сердце, хотя говорит, что верит. Но также слово «мунафик» может означать человека, который в сердце верит в ислам, но не совершает действий, которые требует вера. Праведные предшественники говорили об этом ясно, включая имама Хасана аль-Басри. Он ясно сказал, что мунафики бывают двух видов. То есть я говорю вам следующее. Мусульмане, которые не соблюдают свою религию, они мусульмане, да. Они верующие, да. Но в то же самое время мунафики. В них есть лицемерие, потому что их поступки не соответствуют их убеждениям. Есть верующие, которые верят и соблюдают, а есть верующие, которые верят, но не соблюдают. И тот, кто не соблюдает, проявляет лицемерие. Их поступки лицемерны. И есть абсолютные лицемеры, которые не верят в сердце. В будущей жизни эти люди никогда не будут прощены. Они будут в огне ада. Но если человек верующий, но его поступки не соответствуют его вере, то есть он продолжает и продолжает грешить, ему нужно покаяться. Но если он совсем плох, поступки его очень плохие, но в сердце у них есть «Ля иляха илляллах», они все еще мусульмане. Но их поступки лицемерны, и этих людей может коснуться что-то из наказания могилы, о котором сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если Аллах не простит их.
Так вот, он сказал, когда праведный верующий покидает этот мир, ангелы с белыми лицами, с лицами, подобными солнцу, начинают спускаться с небес, и у них с собой будет ткань, которая была послана из рая. У каждого из этих ангелов будет ткань, посланная из рая. В другой отдельной передаче этого хадиса говорится, 500 ангелов, одетых в белое, спустятся, чтобы забрать душу из этого мира. В аятах Корана, которые я прочитал перед лекцией, Аллах говорит, люди, приближенные к Аллаху. Аллах сообщает им радостную весть о чем? О благовониях рая. Аллах радует верующих вестью о блаженствах рая, о благословенном месте, которое ждет их в вечной жизни. И вот эти ангелы принесут все это из рая, и тогда они садятся перед ним, и весь горизонт заполнен ими. В другой передаче говорится 500, в этой передаче говорится, что их столько. Вот насколько далеко обычно вы можете видеть? Ну, где-то на милю, ну, около того. Может, 2 мили, 3 мили, зависит от вашего зрения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, насколько распростирается ваш взор, всюду будут белые ангелы, белые ангелы, белые ангелы, и все они принесут благовония из рая. На самом деле, к этому мы и стремимся, мои братья. И потом придет ангел смерти, сядет у его головы и скажет: «О, благая душа, выходи навстречу Божьему прощению, выходи навстречу довольству Аллаха, субханаллах». И в тот момент, как я уже цитировал этот аят Корана, Аллах провозгласит: «О, обретшая покой душа, возвращайся к своему Господу, ты довольна мной, а я доволен тобой. Ты довольна мной, я доволен тобой». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он скажет: «Выходи», и извлечет душу так нежно, что можно сравнить с тем, когда вы наливаете какой-то напиток из кувшина, потом снова ставите его прямо, и от остатков напитка с края кувшина начинает стекать маленькая капля. Она медленно стекает по стенке кувшина. Видели? Она спускается прямо на дно. Так плавно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, так же плавно он будет извлекать душу из тела. То есть, очень-очень-очень аккуратно. Так же, как эта капля стекает вниз по кувшину, так же плавно будет извлекаться душа этого человека. И когда он извлечет ее, ангел смерти возьмет ее. И когда он ее возьмет, он ее не оставит, он не бросит эту душу просто так. Он не оставит ее даже на мгновение ока. Потом другие ангелы начнут приветствовать ее и возьмут ее. Субханаллах, представляете этот момент, когда человек переходит в следующую жизнь, переживая этот опыт. Говорится, что эта ткань, которую ангелы принесут из рая, они начнут заворачивать человека в этот благоухающий саван. Субханаллах, в связи с этим кое-что вспомнил. Имам Бухари, рахимахуллах, когда он скончался, его, рахимахуллах, похоронили в области Старой Российской империи. Как мы знаем, он был оттуда, и он умер близко от места рождения. Когда его положили в могилу и забросали землей, настолько прекрасный аромат снизошел на кладбище, который люди не вдыхали никогда раньше. И люди приходили и начинали уносить с собой землю.
как чудо, дарованное Богом этому своему рабу. И они постолько начали набирать, что земли в могиле начало становиться меньше. И люди стали приходить и набрасывать еще земли. На следующий день люди набирали больше, ведь аромат исходил из его могилы. Одни люди брали, другие насыпали, пока ученые не собрались и не сделали дуа Аллаху. «О Аллах, пожалуйста, убери это, а то это долго продлится». Закапывание могилы. Когда му'мин, верующий, умирает, можно увидеть на его лице умиротворение. У верующего признаки этого на лице. У того, кто читал намаз. Субханаллах, можно посмотреть на лицо и сказать: он наверняка делает добро, намаз читает. У таких на лице нур, свет. А люди, которые не читают намаз, у них этого света на лице нет. Когда человек уходит из жизни, можно чуть ли не почувствовать, что этот человек ушел мирно. Или же, что человек не ушел мирно. Один из признаков его следующей жизни. Что же произойдет дальше? Ангелы завернут эту душу. Они завернут ее с самыми лучшими благовониями, как мускус и так далее. И ангелы начнут возноситься вместе с этой душой. И они не пройдут мимо ни одной группы ангелов, кроме как ангелы будут говорить: «Кто? Кто эта благая душа, которую возносят?» Они говорят: «Это такой-то, такой-то, сын такого-то, такого-то». Или дочь такого-то, такого-то. Называя душу самыми лучшими именами, которыми ее называли в мире. Пока они не достигнут края нашей Вселенной. Там дверь, возле которой они спросят разрешения пройти. Эта дверь откроется. Когда она откроется, ангелы с душой продолжат возноситься дальше. И так будет происходить на каждом уровне, на каждых следующих небесах. Эту душу будут называть самыми лучшими именами. Будут давать салям ангелам, гостеприимно принимать их, пока они не поднимутся до 7-х небес. И тогда Аллах скажет душе: «Вот чего мы хотим, братья». Аллах скажет: «Запишите моего раба в число людей Иллиин». Запишите его в число тех людей, которые будут в Иллиин. А теперь верните его обратно в его тело, из которого он только что вышел. И что происходит дальше? Это важно. Мы продолжим лекцию после Айша намаза. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.